Главная цель смотра строя и песни – военно-патриотическое воспитание учащихся, пропаганда и популяризация военной службы, подготовка юношей к армии. В конкурсе приняли участие ученики 10 и 11 классов всех школ столицы. Все они соревнуются между собой по строевой подготовке. По словам конкурсантов, они настроены только на победу. Готовились мы очень серьезно с начала года, то есть с начала сентября. Команду собрали не сразу, конечно, были свои трудности. Мы их перебороли, собрали команду, сейчас надеемся на победу. Мы в прошлом году взяли гран-при еще. Получается, мы каждый год почти участвуем. Мы очень много времени готовились, потому что мы хотим победить. Я надеюсь, что мы победим. Я знаю, что мы победим. Поэтому хочу сказать, что мы очень много времени тренировались к лучшему результату. Соревнования начались с построения и исполнения государственного гимна. Начальник столичного управления образования Астанда Таркил пожелала всем участникам удачи и хороших результатов. Главный судья конкурса оценивал строевую стойку отряда, форму одежды, внешний вид, расчет на первый и второй, перестроение отряда в 2 шеренги и обратно, прохождение торжественным маршем, исполнение песни. Равняйся! Смирно! На первый, второй! Рассчитай! Первый, второй, первый, второй! Первый, второй, первый, второй! Первый! 2 шеренги! Стройся! В 1 шеренгу! Стройся! 2 шеренги! Стройся! Направо! Непосредственную подготовку учащихся к конкурсу в каждой школе проводили учителя по допризывной подготовке гражданской обороны. По словам организаторов мероприятия, с каждым годом школьники показывают хорошие результаты. У нас основная работа это проводится в 10-11 классах. Но цель и задача это подготовка, предварительная подготовка к прохождению дальнейшей срочной службы. Мы не первый год проводим, и мы знаем, что с каждым годом уровень строевой подготовки в школах возрастает. Количество совершаемых ошибок, они с каждым годом уменьшаются, и с каждым годом даже становится сложнее уже отбирать победителей. Всего в конкурсе строевой подготовки, посвященном Дню вооруженных сил Абхазии, выступили команды 16 столичных школ. По итогам соревнований лучшие команды и командиры отрядов были награждены грамотами и кубками. Альга Трапш, Джабир Амшуков, Абхазское телевидение.